Это было утро, где-то в 6:30 утра. Нам позвонила мама моего мужа и сообщила о том, что началась война. Я с ней разговаривала по телефону, и, конечно же, я не поверила в то, что она говорит. Хотя это липкое чувство приближающейся опасности нас, наверное, долгое время, на протяжении нескольких недель, сдавливало все сильнее и сильнее. Никто не был готов к тому, что произойдет самое страшное. Никто даже об этом не думал. Но это, к сожалению, произошло. И моя реакция очень сильно отличалась от реакции моего мужа. И мы были как две противоположности, потому что я стала паниковать. Я не знала, что делать. У меня совершенно просто все с рук валилось. А он в то же время оставался хладнокровным и в первую очередь посчитал, что нужно пойти и выполнить утреннюю гигиену. Почистить зубы, умыться и уже после завтрака, наверное, подумать о том, что делать дальше. Коты, у нас было на тот момент 3 котов, они ощущали мое вот это нервное состояние и тоже носились по комнате, не понимая, что происходит, по сути. Но у нас не были собраны вещи совершенно, хотя я к тому времени что-то читала, и мы знали о тревожном чемоданчике, но у нас не было никаких сумок, мы не подготавливали вещи, не подготавливали еду. Единственное, что в январе муж сказал, что нам нужно пойти и скупиться, купить макароны, крупы, что-то, что долго пролежит, и что-то, что мы можем использовать на протяжении долгого времени. Так мы, собственно, и сделали, хотя я особо не видела в этом никакой вообще пользы. Сейчас я уже спустя 2 года этот день помню плохо, на самом деле. Уже эмоции и чувства притупились. Но я помню точно, что нам было страшно. И у нас, к тому же, мы заболели во 2-й раз коронавирусом и чувствовали себя ужасно не только ментально, но и физически. И это казалось как будто какая-то ирония судьбы. Потому что, несмотря на войну, мне нужно было идти в больницу, сдавать анализ, чтобы мой коронавирус подтвердился. Но, к сожалению, я так и не узнала тогда, я болела им или нет. Потому что на следующий день уже никто не брал трубки в больнице, куда я пыталась дозвониться. Вот. И я помню, поехали в аптеку, купили какой-то необходимый список лекарств, которые я думала, что может пригодиться. И даже какие-то из этих лекарств до сих пор находятся в моей аптечке здесь, в Эстонии. Потом мы поехали, я сдала анализ, и пока мы сидели в очереди, точнее стояли, я помню это ощущение и это состояние вокруг нас, вот этот хаос, который зарождался все больше и больше, как люди стали паниковать, звонить друг другу. И вот фоном я слышала их разговоры где-то мельком, и как они переживали, как каждый на разных стадиях принимал эту ситуацию. Кто-то отрицал, кто-то пытался торговаться, но все были, понятное дело, не безразличны. Единственное, что мы ощущали, какую-то уверенность, потому что за день до этого муж заправил бак бензина и газа в машину и снял все деньги, которые у нас были на картах. Поэтому мы избежали этих очередей долгих и могли уже просто пойти в магазин и закупиться какой-то едой, что мы, собственно, и сделали. И я помню первые дни, потому что началось завоевание территории
не с того края, где мы жили, а мы жили практически на окраине города, на выезде из него. И началось все с ровно противоположной стороны. То есть мы слышали отголоски войны, мы слышали, как где-то там шаг за шагом приближается к нам война, как она наступает на горло, и я действительно физически ощущала, как будто мое горло сжимается в тисках, и, по сути, я ничего не могла сделать, я просто беззащитно принимала рок судьбы, ожидая, когда же он меня тоже настигнет. И мы эти дни пытались волонтерить, пытались отдать какую-то еду, которая у нас была, мамины консервации в банках людям, которые уже потеряли на тот момент жилье и жили в кинотеатре или еще где-то. Мы приносили одежду, давали какие-то деньги. И таким образом я, наверное, себя успокаивала, что если я буду больше помогать, то, может быть, я смогу избежать их судьбы. И, может быть, это все прекратится. Но, к сожалению, так не случилось. И самое страшное и самое ужасное вообще, самое тяжелое, что могло происходить, это вот жить в ожидании. Вопрос, почему мы никуда не уехали, у нас была такая возможность. Мы остались в Мариуполе и впоследствии прожили там 3 недели блокады, выживая каждую секунду. Мы имели разговор с нашими родителями, с мамой и папой моего мужа, с дедушкой и с моей мамой. И мы договорились о том, что если что-то произойдет, то мы все вместе садимся в машину и уезжаем к нам в село, в Малояне-Соль. Но как только новость нас оглушила, дедушка отказался ехать. Он сказал, что он свою квартиру не будет бросать, а родители не смогут бросить старика. Муж, в свою очередь, тоже сказал, что он будет оставаться там. И я понимала, я пыталась объяснить своей маме, почему я до сих пор не уехала все 3 дня. Хотя я сама не понимала, почему я этого не сделала. И потом мы видели полицейских, которые стали у нас дежурить возле наших подъездов, возле наших домов. Появился комендантский час. Потом впоследствии они просто исчезли. И нам от этого стало еще страшнее. Как будто они сбежали, потому что понимали, что сейчас придет что-то ужасное. И когда ты видел, что изменения за изменениями происходят, а ты не знаешь. И очень много читала в интернете, очень много новостей, очень много каких-то советов, где прятаться, какой дом как спасает, что кирпичные дома или все-таки панельные, какие надежнее. И мы знали, что в коридоре это самое безопасное место, поэтому мы перенесли туда раскладное кресло, оборудовали его, и я перенесла кое-какие продукты, книги, и мы приучали котов, что мы будем прятаться там. Вспышка, я помню, 2 марта, в ночь с 1 на 2, потому что именно для нас он ознаменовался чем-то таким тоже тяжелым. И к нам пришли друзья 1 марта, и мы устроили небольшой вечер, где сидели, разговаривали, как в старые времена, несмотря на то, что уже очень было отчетливо слышны взрывы. И на следующее утро мы проснулись от толчков сильных. Мы слышали, как трясутся стены. И в коридоре я помню, как мы все вместе сидели с ужасом, не знали, что будет дальше. И наши коты, животные, которым никак не объяснить, что же происходит, и что мы их попытаемся уберечь. Было очень больно смотреть на то, как животные мучаются. Потом, когда все прекратилось и наступило какое-то затишье,
мы с друзьями пошли собирать воду, потому что 2 марта отключили электроэнергию, соответственно, связь, интернет, воду. Мы лишились практически всего. И больше никакой информации не поступало, что полностью обезоружило нас. Мы остались как слепые котята, на ощупь пытались как-то прощупать ситуацию. И я не знаю почему, но мы решили пойти и собрать воду с крыши, потому что в тот день, по-моему, шел снег перед этим, и вода стекала с крыш. И все люди вышли на улицу с любыми ведрами или какой-то другой посудой, чтобы собрать воду. Тоже сделали и мы. После этого наши друзья разошлись, а мы впоследствии тоже покинули наш дом, потому что туда приехала техника, которая копала ров, и мы поняли, что это все. В тот день мы лишились кота, потому что она сбежала, и я думала, что, наверное, если я за ней побегу, то мы потеряем какие-то секунды, и эти секунды могут быть решающими. И сама поставила на весы ее жизнь и свою, и выбрала все-таки не бежать за ней. Хотя до сих пор думаю, что я надеюсь, что она выжила, я надеюсь, что кто-то ее приютил, или она умерла очень быстро. В тот день мой муж спустился раньше с 2 котами, а я с нашим младшим котенком, который боялся больше всего. Я пыталась его достать из-под кровати, поэтому задержалась. И когда я спускалась, я увидела нашего соседа. И у него было ранение очень серьезное в спине, которое, наверное, еще долго преследовало меня в моих мыслях. И это было так уродливо, но в то же время настолько реалистично. И мне стало так страшно. Я помню, как кот царапал мне плечо, как он пытался вырваться, как у меня сердце выпрыгивало из груди. Какой страх и вину я чувствовала одновременно, потому что меня просили помочь, а я не могла. И я не знала в эту секунду, где мой муж, жив ли он, где коты, что с нашей машиной. И если я выйду и увижу, что ее уже нет, я просто боялась даже представить это. И когда мы клали этого котенка в сумку для перевозки, одна кошка сбежала. И тот путь от нашего дома к дому родителей мужа, я не знаю, сколько он занял по времени, но все это время я читала молитву «Отче наш», которую я, наверное, с детства не читала наизусть. Мы нарушали все правила дорожного движения, и это было очень страшно. Я помню, как мы поворот за поворотом проезжали по улицам и просто надеялись, что мы выживем и что в нас не попадет. Но что самое поразительное было, это реакция родителей на наши эмоции, на то, как мы им рассказывали, что только что с нами произошло. Они просто безэмоционально среагировали так, как будто мы что-то придумываем или как-то гиперфокусируемся на том, что ну было и было, что ж поделать, взрывы и взрывы. И я поняла, что действительно какие-то люди, до них до сих пор могло как бы не дойти, они могли не осознавать, что это правда происходит. Война в нашей стране, в наши дома попала, и мы все не в безопасности. И в ту ночь я помню, что мы с кошкой спали очень плохо, практически не спали, мое сердце колотилось всю ночь, и мне тошнило от страха, мне было
жутко страшно. Это, наверное, была самая ужасная ночь в моей жизни. И с тех пор мне помогал только телефон. Я пользовалась им очень редко. У нас были пауэрбанки, поэтому я могла подзаряжать нашу батарею, или же мы время от времени включали нашу машину, чтобы ее прогреть и включить радио послушать. И я помню, как я просто спасалась от своего страха, убегала от мыслей, заменяя их какими-то механическими движениями. Просто что-то свайпать, просто играть в какие-то бесполезные игры, только чтобы они могли меня спасти. Другие дни были, наверное, не такими страшными, но я помню, как нам нужно было идти по воду у родителей, и в этот день мы поссорились с ними, потому что, наверное, у меня что-то накипело внутри, и я очень боялась выходить после 2 марта вообще на улицу, наружу. Я считала, что, конечно, лучше выходить, но я не могла себя это сделать, заставить. Я не могла. Я хотела прятаться, я хотела сплющиться до, не знаю, маленького атома, чтобы меня никто не видел, и чтобы тогда, может, я смогла остаться в живых. Но родители узнали, что один строительный магазин разрушили, и его вскрыли, и можно было что-то оттуда вынести, какие-то материалы, которые бы помогли в случае разрушения дома, я не знаю, застеклить окна пленкой или еще что-то. А я хотела приготовить хлеб, потому что мы наконец-то смогли купить дрожжи, и еще газ был. И я думала, что вот я в духовке сейчас приготовлю хлеб, я сделала опару, но они попросили нас пойти набрать воду, и это было ужасно, потому что были прилеты, и мы прятались, и после этого я просто распсиховалась и сказала, что я не хочу вообще это все делать, и я не понимаю, зачем меня заставляют это делать. Зачем я рискую жизнью ради даже не питьевой воды? Вот. И на следующий день нам пришлось уехать, потому что родители, между нами уже испортилось отношение. И муж, конечно, винил меня, мой характер, мою неприспособленность разрешать конфликты. Мне было очень обидно, потому что я хотела, чтобы стали на мою сторону и защитили меня. Они пытались меня обвинить. И смешной факт, что в то утро, это было, по-моему, 6 марта, мой муж колол дрова трижды в разных местах совершенно. Первый — это дома у родителей, возле подъезда утром рано. В обед мы переехали, вернулись домой. Он там наколол дрова, чтобы мы поели. И потом вечером мы переехали жить уже до выезда из Мариуполя к нашему другу. И вечером на ужин мы тоже готовили на костре, потому что газа уже не было. Поэтому с тех пор мы стали чумазами, становились все более и более чумазами, как домовята Кузя. Вот. Я очень рада, что, оборачивая сейчас назад, спустя 2 года, я вижу какую-то закономерность в наших поступках, что хорошо, как именно все произошло. И я не знаю, по какой причине нам удалось выжить. На самом деле это, наверное, какой-то философский вопрос. Я не смогу дать на него ответа, но я надеюсь, что тут помогли несколько факторов. Какая-то удача,
наша интуиция. И вообще я вспоминаю, что в детстве я очень любила в школе урок безопасной жизнедеятельности, где нам рассказывали о том, как можно выжить в условиях чрезвычайных кризисов. И это меня так волновало, и я представляла, что вдруг произойдет очередной Чернобыль или землетрясение, или я не знаю, что еще. И вот нам придется жить в лесу, добывать себе еду и там наконец-то вспомнить навыки, как можно отфильтровать грязную воду из лужи с помощью песка. И может быть, я не знаю, какая-то отчаянность в наших поступках, то, что мы выбирали не сидеть без дела, а идти что-то, чем угодно заниматься, лишь бы только не... Да, вот сейчас я замечаю, как поменялось, когда я до определенного момента боялась выйти и сидела в 4 стенах, и потом, что я ни одного дня после этого 6 марта, точнее 5, я больше не сидела внутри, в помещении. Я ходила, мы кололи дрова, мы ходили на родник, добывали воду, мы ездили на склады, мы проведывали наших котов, кормили их, возвращались, потом мы проведывали родителей, потом мы спасали людей. И на самом деле я понимаю, что никто не мог точно знать, какое поведение будет правильным, потому что у каждого был свой путь, и окажись мы, может, в другом моменте, в другое время, на другой улице, все бы закончилось, я бы здесь не сидела. Но у меня было какое-то внутреннее ощущение, что мы делаем все правильно, как будто кто-то нас сверху оберегает, и кто-то нам помогает, и будто у меня есть договоренность с высшими силами, что если я буду очень стараться и делать все возможное, если я смогу кому-то помочь, то не забывайте о том, что ты человек в первую очередь, потому что это было, не так тяжело, мне не было тяжело оставаться человеком, но сталкиваясь с другими сторонами людей, которые раскрывались, ты видел, на что они способны, и было очень страшно. Я помню эту неопределенность внутри, потому что никто не мог сказать, как долго мы будем в Мариуполе. Умрем мы, останемся живы. Это будет год, это будет месяц, это будет день. Спасут нас, не спасут. И в этом подвешенном состоянии, конечно, тебе тяжело строить какие-то планы, просчитывать свои ресурсы и понимать, на сколько дней тебе хватит еды. И видя, как люди разоряют магазины, ты понимал, что скоро они будут разорять дома, скоро начнется насилие, и тебе придется защищаться. А каких-то навыков защиты я не знала, то есть я не особо обладаю какой-то физической силой, я не умею боксировать, и я думала, что, наверное, придется тоже убивать, защищая себя. Это было страшно, но это как когда у матери спрашивают, сможет ли она убить ради своего ребенка. Наверное, да, в какой-то ситуации каждый готов к убийству. Но я просто отметала эти мысли, не хотела об этом думать и надеялась, что этого никогда не произойдет. Второе, чего я больше всего боялась, это увидеть, как кто-то при мне умирает, и не иметь возможности помочь человеку. И понимать, что я умираю, и тоже не знать, как себе помочь. Поэтому я надеялась, что если что-то плохое произойдет, оно произойдет быстро. День, когда мы сбежали, когда мы смогли вырваться из Мариуполя,
известен всему миру как день, когда подорвали драмтеатр, здание, крупное здание с надписью «Здесь дети». Все люди, я помню, шли навстречу нам. Они шли в безопасное, как они думали, место. А мы, как думали мы, шли туда, где сидят враги, на захваченную территорию. Но, как потом оказалось, это была самая спокойная ночь в нашей жизни, 15 марта. И было так тихо, я чувствовала себя, не знаю, такой стыд, потому что остальные, они были не в безопасности. И мы с моим мужем, с Пашей, решили вернуться за нашими котами и посмотреть, до сих пор ли стоит наш дом. Хотя нас все уверяли, все, кого мы видели за неделю, пока мы не могли проверить наш дом, за эту неделю мы слышали многое о том, что в нашем районе уже не осталось живых людей, не осталось целых домов, и просто какое-то месиво, трупы и руины. И я помню, с каким сердцем тревожным я шла, делала каждый шаг, видела, как сильно изменился тот район, по которому я гуляла с друзьями сама, как я любовалась природой, архитектурой, как я делала фотографии на память. Теперь этих домов нету, они стерты. И я помню, как мы повернули за угол и вместе выдохнули, потому что увидели, что наш дом стоит. И я помню, как я сравнила его со свечой, не гаснущей, потому что он действительно выглядел как свеча, как маяк. И я поняла, что мы должны быть сильными, такими же, как он. И когда мы вернулись домой, увидели, что наши коты живы, мы их покормили. И, наверное, тогда у меня появилось какое-то чувство, что все получится, мы справимся. Сбегали мы из Мариуполя вместе с семьей нашего друга, вместе с их собакой, с нашими 2 котами. И я не знаю, как наша маленькая машина Nissan Note уместила в себе столько людей, столько багажа, как она выдержала все эти перипетии житейские. И я понимаю, что если бы не она, как муж ее ласково назвал «наша ласточка», то, наверное, я бы здесь не оказалась. Почему мы оказались в Эстонии? Мы после того, как выехали 16 марта, мы еще возвращались пару раз в Мариуполь. Первый раз мы приехали с моей мамой, чтобы забрать какие-то вещи. Мы привезли воду нашим соседям. И тогда они попросили привезти каких-то лекарств, воду, еду. И я поняла, что действительно мы находимся в более выгодной ситуации. И я не смогла бы, наверное, спокойно жить, засыпать и просыпаться, понимая, что я отказалась помочь им. И поэтому мы стали приезжать, и муж стал вывозить людей, родителей наших знакомых, наших друзей, кого-то незнакомых, соседей. Он никогда не просил за это денег, но люди сами решали, насколько они ценят нашу жизнь, то, что мы рискнули. И в один из дней таких мы вывезли родителей друга. В один из дней нам позвонил наш друг, который живет здесь, в Эстонии, в городе Хапсалу. Он приехал сюда на заработки, и он сказал, что его мама и папа их вывезли из Мариуполя в соседний город или село, я не помню уже. И что он просит отвезти их домой, папе.
Мы это сделали, но через 2 дня папы не стало. И я помню, что внутри себя я ощутила, что наша миссия не завершена, как бы это глубоко и высокопарно не звучало. Мы наделили себя какой-то ответственностью за жизнь этого человека, за ее судьбу. И мы поняли, что нам нужно отвезти маму нашего друга в Эстонию, потому что именно здесь находится ее сын. И к тому времени сюда отправилась и ее дочь с внучкой. Поэтому именно здесь, в Эстонии, в Капсуле, мы живем уже 2 года. Приехав сюда, мне, конечно, было страшно и непонятно. И я не скажу, что спустя 2 года я чувствую себя лучше. Наверное, я чувствую себя все так же потеряно. На самом деле, когда я задумываюсь, что за эти 2 года произошло, наверное, я могу признаться, что я горжусь собой, потому что как во время войны, так и сейчас, живя за границей, я не до конца осознаю, что это именно моя история, что это сюжет моей жизни. Для меня это до сих пор дико, что все мои друзья разъехались по разным странам. И я понимаю, что я не одна такая, что нас таких миллионы на самом деле. И мы все разлетелись, как птицы из гнезда. И, возможно, нам придется смириться с тем фактом, что мы больше никогда в это гнездо не вернемся. И мы никогда не встретимся, возможно, с нашими родными. Но нужно искать каждый день какие-то силы, какую-то мотивацию. И продолжать жить. Сейчас в моей жизни поменялось то, что наш брак, к сожалению, распался. И за все 7 лет наших отношений, я думаю, было много кризисов. И я не знаю, что именно повлияло, но нам пришлось расстаться. Сейчас мой муж живет в Беларуси, я осталась в Эстонии. У меня появилось за это время много друзей. И для кого-то, может, это будет непонятно, почему я продолжаю разговаривать на русском. И почему среди моих друзей есть люди, которые живут в России или которые себя считают русскими. Но пережив все то, что я пережила, я до сих пор не сменила той философии, что прежде всего важен человек, его поступки, никакой он национальности, ни на каком языке он разговаривает, какую музыку он слушает. Я пытаюсь не заговаривать о политике, потому что я понимаю, что на этой почве очень много людей сейчас перестали разговаривать со своими родными и близкими, и я этого не хочу для себя. Здесь, в Эстонии, я стала волонтером. Я с радостью, когда узнала о том, что в Красном Кресте требуются волонтеры, я записалась. И на данный момент уже год как являюсь волонтером. Недавно я также записалась в ряды волонтеров в ордер Мальта, Эстония. И также я работала в нескольких проектах организации по Голосаби. И я понимаю, что когда человек сталкивается с трудностями, он в первую очередь должен, просто это как необходимость, помогать другим и таким образом спасать себя, оживлять себя, не знаю, давать себе какие-то пощечины ментальные, чтобы понять, что тебе нужно продолжать двигаться, не зацикливаться на своих проблемах и на своих бедах.
И за эти 2 года я на самом деле очень сильно... некоторые уходят в религию, я ушла в психологию. И мне нравится изучать себя, то есть я хожу на тренинги, я сама обучаюсь. На данный момент я являюсь тренером по оказанию психологической помощи, то есть я могу обучать людей, как это делать. Я не скажу, что от этого я стала как-то ментально здоровее, но я понимаю, что мне это все очень интересно изучать и более правильно оказывать эту помощь, потому что все мы, как бы кто ни отрицал, все мы в этом нуждаемся. В теплом слове, в поддержке, в совете, хотя бы просто в признании, что ты прошел через что-то подобное. И когда человек знает, что он не один, горе сближает и становится как-то теплее и спокойнее, что не ты единственный проходишь через все эти беды.